Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, какое наказание выбрал суд по делу о незаконном производстве медицинских изделий для стоматологии. Я считаю, что, конечно, маленько строго, но вот закон есть закон. Покажем кадры наезда на человека на Оренбургском тракте в Казани. Потерпевший скончался на месте. И как так называемые гастролеры за один день украли 6 велосипедов на сумму больше 80 тысяч рублей. Совершил тут ряд хищений велосипедов. Это не только прямо сейчас. Сегодня в Ахитовском районном суде Казани вынесли приговор в отношении Эмиля Сабирова. Напомним, по версии следствия, подсудимый организовал в Казани незаконное производство стоматологических инструментов. В казанской клинике за несколько лет их было продано на сумму 17 миллионов рублей. При этом лицензии на выпуск изделий у компании не было. За ходом судебного процесса наблюдал Сергей Хайдаров. Вы что делаете? Какую работу выполняете? Канал наполнителей. По версии следствия, директор компании «Авиценна» Эмиль Сабиров в период с 2015 по 2017 год организовал незаконное производство стоматологических инструментов. При этом необходимых разрешительных документов, а именно лицензии на производство медицинских инструментов, у фирмы не было. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый с января 2015 года по февраль 2017 года с целью сбыта организовал данное производство. В результате обыска полицейские изъяли 20 станков по изготовлению медицинских изделий, а также готовые изделия, используемые в стоматологических целях. Сам Эмиль Сабиров, который свою вину признал полностью и даже помогал следствию в ходе расследования, говорит, что на скамью подсудимых его привело незнание закона. Он рассказал, что директором фирмы стал внезапно. Дела достались в наследство от отца. Пока изучал документацию, вникал в суть, приводил в порядок теплосети. Когда на производстве появились полицейские, лицензия уже оформлялась. Об этом узнал я поздновато. Документы делались. Может быть, другой бы человек, который более компетентен в этом, быстрее бы с этим справился. Я старался, как мог. Но на данный момент сейчас все получили. Все документы в порядке. Заседание по данному делу получилось особенно напряженным. Прокурор запросил у суда для обвиняемого 6 лет реального лишения свободы. Однако в пользу Эмиля Сабирова говорили положительная характеристика и помощь в ходе следствия. Производимые фактически незаконные стоматологические инструменты за все время существования компании нареканий со стороны покупателей не вызывали. Жалоб никаких никогда не было, слава богу. Поэтому, наверное, наша компания 25 лет уже на плаву. Лицензия, она ни на что не повлияла. Это всего лишь был просто документ, бумажка, что мы можем продавать это на сторону. За те 2 года, что компания производила инструменты без лицензии, она успела выпустить почти 2,5 миллиона штук различных инструментов на сумму более 17 миллионов рублей. Эмиль Сабиров свою вину признал полностью. В итоге суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. Правда, условно, со штрафом в 2 миллиона рублей. Обжаловать я не буду, хотя и считаю, что, конечно, маленько строго, потому что вроде, как мне казалось, криминального здесь такого ничего нет, но вот закон есть закон. Свою легальную работу компания продолжит уже с новой лицензией. На протяжении условного срока подсудимому предстоит отмечаться в правоохранительных органах и соблюдать ряд других условий. При этом другие нарушения с его стороны могут превратить условный срок в реальный. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, «Вызов 112». В сети появилось видео наезда на человека на Оренбургском тракте в Казани. Накануне около половины второго рядом с РКБ Део Матис насмерть сбил пешехода. Все снято на видеорегистратор, идущий следом машины. На съемках видно, что иномарка вдруг стала смещаться вправо и, не сбавляя скорости, сносит сотрудника правоохранительных органов. Еще один человек смог отскочить в последний момент. Пострадавший скончался на месте. По некоторым данным, за рулем Део находился 52-летний пожарный из поселка Алексеевское. Не исключено, что он мог уснуть за рулем. Сегодня Приволжский суд Казани отправил водителя под домашний арест. 17-летняя девушка упала из окна 6-го этажа накануне ночью в Набережных Челнах. От полученных травм она скончалась на месте. По предварительной версии, трагедия произошла после ссоры с мужем. Все подробности сейчас выясняются. У погибшей остался 4-месячный ребенок.
Грузовой прицеп сгорел ночью в Рыбно-Слободском районе. Все произошло на 925-м километре трассы Москва-Уфа. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. У грузовика «Скания» сначала загорелось колесо, затем огонь перекинулся и на фуру, груженную стройматериалами. Водители, отдыхающие неподалеку, бросились на помощь 40-летнему водителю и помогли ему отцепить прицеп от тягача. Прибывшие на место пожарные справились с огнем за 10 минут. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неисправности тормозной системы. 2 человека пострадали в результате аварии в Алексеевском районе. На 107-м километре трассы Казань-Оренбург в 2 километрах от села Сахаровка автомобиль «Лада Приора» вылетел в кювет и перевернулся. После чего стал утекать газ, автомобиль был оснащен газовым топливным оборудованием. В результате пострадали 2 человека. В Советском районном суде Казани вынесли меру пресечения 2 подозреваемым в получении взятки. Следственные органы возбудили дело в отношении бывшего начальника отдела полиции Вишневский Рифата Садыкова и заместителя начальника отдела по борьбе с групповой преступностью УВД Казани Рустема Гарипова. По предварительной версии, Садыков взял 1 миллион 200 тысяч рублей за освобождение одного из подозреваемых по делу об автомошенничествах. С этими деньгами пошел к Рустему Гарипову, поскольку сам решить вопрос не мог. Но последний денег не взял. Суд отправил обоих под домашний арест до 13 августа. 6 велосипедов за одни сутки похитили 2 молодых человека, приехавшие в Казань на криминальные гастроли. Ущерб, причиненный ими, составил больше 80 тысяч рублей. Подозреваемых задержали. На допросе они во всем сознались и рассказали, по какому принципу выбирали, как угоняли и куда и за сколько сбывали. Альбина Минибаева внимательно выслушала и узнала, как вышли на подозреваемых. В Казань прибыл со своим другом, совершил тут ряд хищений велосипедов за сутки. 2 молодых людей, подозреваемых в кражах велосипеда, задержали в центре Казани. Скрывать они ничего не стали и рассказали. Приехали сюда на криминальные заработки из Красноярска. Поимки не боялись. После быстрой серии краж планировали уехать из города. К воплощению своих планов приступили сразу же по приезду. Заходили в подъезд элитных домов, свечек и находили дорогие велосипеды. После этого укатывали их. 3 кражи по 2 велосипеда за раз. Лиц своих не прятали, о существовании видеокамер на каждом доме, видимо, не догадывались. Они и зафиксировали все происходящее. Со стороны можно подумать, что молодые люди просто идут в гости или из гостей. У соседей подозрений не вызывали. На краденных велосипедах путь у них был один – в комиссионные магазины. 5 числа мы совершили хищение 6 велосипедов. 2 из них сдали в МОЗ в комиссионный магазин по 3000 за каждый. Еще 2 из них тоже в другой комиссионный магазин сдали. Совокупный ущерб, который они причинили, оценивается больше 80 тысяч рублей. При этом выручить молодые люди смогли только 18. Все деньги потратили на проживание в Казани. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время по решению суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». За подобное деяние она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Альбина Минибаева, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или же в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.